Свежее мясо, молочная продукция, фрукты, овощи, мед – все произведено и выращено в Ингушетии. Республиканская сельхозярмарка, приуроченная к агропромышленному форуму, радует жителей не только разнообразием ассортимента, но и ценами. Цены ниже, хорошие цены, так что можно кушать, отдыхать. Продегустировать сыры и творог от бренда «Молоко Ингушетии» собралась целая очередь желающих. Экологически чистые продукты. Большим спросом среди жителей пользуется и павильон с мясной продукцией. Специализируемся на производстве экологически чистых мясопродуктов, без добавления химикатов, консервантов. Вот, делаем из собственного мяса. У нас своя откормочная ферма, свой забой. Вот, то есть полный цикл от откорма животных до производства уже готовых изделий. Приобрести на ярмарке можно даже биологически активные препараты для растениеводства, произведенные в Ингушетии. Мы создаем препарат на основе бактерий, которые содержатся в самой природе. На данном этапе у нас 17 направлений. Это препараты как от вредителей, так и для ускорения, для большого количества урожая. В павильоне Россельхозцентра жителям и гостям ярмарки предлагают семена овощных культур, средства для борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками. На другой площадке выставка сельхозтехники. Мы представили два самоходных опрыскивателя, это «Туман» и «Роса». Они себя зарекомендовали, уже проверенная техника, то есть на ней уже работают не один год. В Россельхозцентре не только у нас в филиале, но и вообще в целом по стране. А техника оснащена ГЛОНАССом. Можно работать ночью, днем, когда угодно. Сельхозярмарку посетил глава Ингушетии Махмут Али Калиматов. Он ознакомился с представленным ассортиментом, пообщался с фермерами и производителями. Удобрение химии? Удобрение химии. Болгой хайвах кучкар, 150, 200. Ханз бузулба. Ханз, вот, барсы, 80. Трудовой лич. Я трудовой. Багдарама. Да я тебя, я в Бог был. А что царь? А жил с трудовой, далеце, нах. Трудовой, чинишь, завести деться. Пенсии, да, чунцар, социальные выплаты, жать, чунцар. Более углубленно обсудить вопросы, связанные с развитием АПК Ингушетии, растениеводства и животноводства. Сельхозпроизводители региона и представители власти смогли на республиканском агропромышленном форуме. Это совместный проект регионального отделения «Единой России» и Министерства сельского хозяйства Ингушетии. Мы считаем, что развитие сельского хозяйства даст очень много рабочих мест, даст возможность людям самозанятость восстановить. Меня в этом форуме интересует вопрос подготовки кадров. Я считаю, что огромная проблема нашего сельского хозяйства – это отсутствие квалифицированных, хорошо подготовленных кадров. Открыл форум Махмут Али Калиматов. Он отметил, что в 2020 году, несмотря на климатические и эпидемиологические трудности, удалось стабилизировать работу ГУПов, повысить рентабельность и эффективность их работы, а также увеличить долю производимой ими продукции. Сельское хозяйство постепенно становится одной из самых нашей республики динамично развивающимися. Удалось нарастить индекс производства сельскохозяйственной продукции. Так, объем производственной продукции сельского хозяйства в 2020 году во всех категориях хозяйств в действующих ценах составил 11 миллиардов и 380 миллионов рублей. Положительное изменение и в отрасли животноводства. За счет оказываемых малым фермам, хозяйствам мер государственной поддержки, в том числе и в рамках регионального проекта агростартапа, в 2020 году удалось добиться увеличения поголовья крупного рогатого скота на 3,2%. Хотел бы я поблагодарить искренне за нелегкий труд, позитивные сдвиги работников сельского хозяйства.
Сегодня мы можем и должны развивать его дальше. Сегодня у нас есть такие возможности. Все положенные субсидии, то есть от государства, от правительства республики, мы выплачиваем надлежаще и своевременно сельхозпроизводителям. На форуме более 40 представителей сельскохозяйственных потребительских кооперативов и перерабатывающих предприятий, а также руководители органов управления АПК региона, муниципальных образований, члены правительства региона и сенатор Билан Хамчиев. Сегодня, если мы в среднем по стране идем с опережением в росте сельхозпродукции, для нас это недостаточно. Возможности у нас есть большие, и мы должны, несмотря на это, идти серьезно, шагать вперед и добиваться успехов. В сельском хозяйстве государство помогает, оказывает по программе развития сельских территорий, по программе субсидирования. Мы не должны упустить эту возможность. И как руководство сегодня обращает внимание, выделяет тоже дополнительно на софинансирование в республике средства. Мы должны воспользоваться этим и у себя создать по всем направлениям кластерные предприятия. Министр сельского хозяйства Магомед Гагиев отметил, что в 2020 году регион полностью рассчитался по лизингу за сельхозтехнику. Несмотря на неблагоприятные климатические условия прошлого сезона, в результате чего погибли посевы площадью более 25 тысяч гектаров, удалось без потерь собрать сохранившийся урожай и заготовить корма для животных в полном объеме. На форуме подняли и тему развития домашнего садоводства. Махмуд Али Калиматов обратился к представителям партии «Единая Россия» с предложением учредить региональный конкурс на лучший огород и сад с призовым фондом. Форум приобрел интерактивный формат. Сельхозпроизводители также смогли задать интересующие вопросы и озвучить проблемы. Во время дискуссий затронули самые актуальные для АПК темы. Также наметили долгосрочные планы развития агропромышленного сектора региона. Амина Бокова, Рамзан Зурабов, Новости 24.